безапелляционно поддерживаю, вся моя семья поддерживает Владимира. Почему сегодня вся российская власть так стремительно готова, значит, бить себя в грудь и говорить, что они во всем поддерживают президента, и тем более в таких абсурдных вещах, как присвоение ему титула по итогам, по результатам работы, как Владимир Объединитель. Лично я мог бы согласиться с такой формулировкой лишь при условии, что этот титул назывался Владимир Объединитель всех жуликов и воров, да, всех олигархов и, собственно, нечистых на руку чиновников. Потому что, что уж говорить, по результатам его работы была сформулирована максимально неэффективная система власти, которая исполнена коррупцией, волюнтаризмом и, собственно, как итог, это та плачевная ситуация, которую мы видим сегодня в России. Во-вторых, я мог бы это дело поддержать, если бы из слова «объединитель» был бы твердый знак и букву «и» убрали, и был бы Владимир Объединитель. И, собственно, здесь вот как раз в контексте вопроса учителей, как раз в вопросе сферы образования мы видим, да, что по последней статистике 45% граждан Российской Федерации проживают на сумму менее 15 тысяч рублей, а 70% граждан проживают на сумму менее 25 тысяч рублей. Это к вопросе учителей, к вопросе воспитателей, к вопросе образовательной сферы и доплат, которые мы здесь делаем. Это самая суровая нищета. Вы вдумайтесь, вот в условиях вот этого кризиса, в том числе и учителя из сферы образования, каждый пятый работающий гражданин в нашей стране значительно уменьшил свои доходы. То есть он потерял в своей зарплате. Каждый десятый работающий полностью лишился своих доходов. Это что, не по теме может быть, да? В вопросе, когда вы обсуждаете доплаты, в частности в сфере образования. В результате мы видим 7 лет падения реальных доходов населения, а в условиях кризиса это падение будет еще стремительнее продолжаться. Поэтому Владимир Объединитель больше подходит на Владимир Объединитель населения нашей страны.